Одно простое упражнение, чтобы быстро убрать жир на животе и спине. Когда речь идет о том, чтобы прийти в форму, область талии оказывается самой проблемной зоной. К счастью, есть одно, всего одно, простое упражнение, которое может помочь вам устранить жир на животе и спине в мгновение ока, оставив вам шикарный подтянутый пресс и красивую сформированную талию. Хотите знать, что это за упражнение и какие еще простые шаги можно предпринять, чтобы выиграть битву за живот раз и навсегда? Тогда слушайте. Но прежде чем мы начнем слать прощальные поцелуи животу и складкам над бедрами, не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления о публикациях, чтобы не пропустить ни одно новое видео. Так что это за таинственное упражнение, которое легко может на шаг приблизить вас к телу мечты? Это обычная планка. Да, народ, вы все правильно поняли. Все, что вам нужно делать, это выполнять небольшой челлендж с планкой в течение месяца. И прежде чем вы это осознаете, вы не узнаете собственное тело. Однако есть несколько деталей, которые нужно узнать для начала. Правильное выполнение планки – это ключ к правильной тренировке мышц, чтобы ваши усилия принесли желаемые результаты. Итак, для правильного выполнения примите на полу позу для отжиманий и положите предплечье на пол так, чтобы локти находились прямо под плечами. Руки должны находиться параллельно телу, примерно на расстоянии ширины плеч. Следите за тем, чтобы не выгибать спину. Это только окажет давление на позвоночник и приведет к всевозможным проблемам со спиной. Постарайтесь также не опускать бедра. Это уменьшит эффективность тренировки, которая достается мышцам, превратив ваши усилия в трату времени. Наконец, обратите внимание на шею. Лучше смотреть вниз, чем вверх или прямо перед собой. А теперь давайте больше узнаем о самом челлендже. В течение месяца он будет занимать меньше 5 минут вашего времени в день. Да-да, всего-то пару минут. Естественно, вы сможете каждый день выделять такое небольшое количество времени в своем забитом графике, если это поможет привести спину и живот в форму. С каждым днем планку будет выполнять сложнее, но поверьте, результаты точно будут стоить ваших усилий. В течение первых 2 дней держите планку 25 секунд. На 3-й и 4-й день увеличьте время до 30 секунд. На 5-й день постарайтесь держать планку 40 секунд. На 6-й день вы заслужили небольшой отдых, но ненадолго, потому что ваша цель на 7-й и 8-й день – 50 секунд. Наконец, на 9-й и 10-й день мы подбираемся к концу первого этапа с результатом в минуту. Не забывайте еще раз увеличить время выполнения до 90 секунд на 11-й день, а затем устроить перерыв на 12-й. Следующие 3 дня просто снова держите планку 90 секунд, чтобы натренировать тело на постоянный результат. Таким образом, на 16-й и 17-й дни вы сможете держать ее ровно 2 минуты. Но на этом мы не останавливаемся. На следующий день ваша цель – 150 секунд, а затем снова наступит время немного расслабиться. На 20-й и 21-й день снова держите планку 150 секунд, а затем постарайтесь продержаться 180 секунд на 22-й и 23-й день. На следующий день поставьте себе цель в 210 секунд, потом отдохните и снова повторите свой впечатляющий подвиг. Наконец, в последние 2 дня, 27-й и 28-й, вы должны быть способны удерживать планку 240 секунд. Вот и все. Это может звучать дико и неправдоподобно, но эта тренировка постепенно увеличит вашу силу, позволяя телу принимать новые вызовы. Это будет нелегко, но гарантированно эффективно. Если вы думаете, почему именно планка может помочь вам достичь таких потрясающих результатов настолько быстро, продолжайте слушать. Фактически, планка повышает силу туловища как ни одно другое упражнение. Она включает в работу все крупные группы мышц туловища, что позволяет добиться идеально плоского живота в мгновение ока. К тому же, тренировка всех этих мышц дает шикарные бонусы, улучшая спину и ягодицы. Не говоря уже о том, что, по сведениям Американского совета по тренировкам, регулярное выполнение планки уменьшает боль в спине и значительно улучшает осанку. Звучит прекрасно, правда? Но погодите, это еще не все. Выполнение планки по утрам может ускорить метаболизм на целый день, даже на время сна. И я даже не буду начинать рассказывать вам о гибкости и психологическом состоянии. Вы сами увидите положительные изменения всего через пару дней. Если хотите добиться еще лучших результатов,
Постарайтесь вдобавок соблюдать несколько правил здорового питания. В конце концов, нужно заботиться об организме изнутри, если хотите, чтобы он хорошо выглядел и снаружи. Во-первых, никогда не пропускайте завтрак. Говорят, это самый важный прием пищи за день. И это не шутка. Он запускает метаболизм и дает необходимую энергию, чтобы правильно начать день. Во-вторых, постарайтесь постепенно отказаться от фастфуда. Резкий отказ будет неэффективен. Он только заставит вас сильнее хотеть вредного. Маленькими шагами отдаляйтесь от бургеров, чипсов и газировки и медленно заменяйте их полезными салатами и сбалансированными приемами пищи. Со временем зависимость организма от нездоровой еды исчезнет, и вы привыкнете к вкусу полезных блюд и закусок. Это улучшит не только цифры, которые вы видите на весах, но и внутренние процессы в организме и цвет кожи. Но даже с полезной едой главное – это уверенность и контроль порций. Постарайтесь есть только тогда, когда на самом деле голодны. И не заглатывайте еду. Медленное поедание пищи даст мозгу и желудку достаточно времени, чтобы понять, что вы наелись, так что вы не будете переедать. Не забывайте оживлять рацион фруктами и овощами. Они содержат уйму важных питательных веществ и витаминов, которые могут помочь на пути к более здоровому образу жизни и шикарному телу. То же самое касается воды. Никогда недооценивайте важность поддержания водного баланса. Согласно нескольким исследованиям, употребление воды повышает количество сжигаемых калорий. Еще можно взять за привычку пить стакан воды перед каждым приемом пищи. Эта маленькая хитрость уменьшит аппетит, снижая количество употребляемых калорий. В то же время количество приемов пищи должно быть неизменным. Голодание и пропущенные приемы пищи не принесут вам пользы. Да, вы быстро похудеете, но не получится поддерживать такой экстремальный режим всю жизнь, правда? Все потерянные килограммы вернутся с возмездием, как только вы снова начнете питаться нормально. Вместо этого тщательно следите за своим меню. Подумайте, как можно его улучшить. И не забывайте о челлендже с планкой. Вот и вся стратегия победы. А у вас есть другие советы о том, как избавиться от жира на животе и спине? Расскажите нам в комментариях. Не забудьте нажать подписаться, чтобы оставаться на яркой стороне жизни.